Готовьте ваши деньги, заменим их на новые. Именно такую схему придумали мошенники. Эта схема – необходимость обменять старые банкноты на новые, рассчитана главным образом на пожилых людей. Они уже пережили несколько денежных реформ и к тому же привыкли доверять сотрудникам государственных учреждений, а потому легче поддаются на уловки мошенников, которые действуют от имени социальных служб, Центрального банка или других официальных организаций. Обманщики нередко предъявляют фальшивые документы, несуществующие постановления или указы в доказательство своих слов. Корочки документов и бланки с печатями еще больше убеждают пожилых людей, что перед ними представители органов власти. К тому же мошенники обычно давят, торопят, играют на эмоциях своих жертв. Попросите своих близких всегда советоваться с вами, прежде чем принимать какие-то решения, связанные с деньгами. Напомните, что любую информацию нужно перепроверять, и вы готовы им в этом помочь. Расскажите о правилах финансовой безопасности и признаках, по которым можно быстро распознать мошенников. Обязательно предупредите, что ни в коем случае нельзя впускать в квартиру незнакомцев, которые представляются работниками социальных, коммунальных или каких-либо других служб, если вы сами их не вызывали. Это может быть опасно не только для кошелька, но и для жизни. К примеру, в 2017 году Банк России ввел в оборот банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей выпустили не ради красоты и не ради того, чтобы денег стало больше. Новые купюры нужны для более удобных расчетов наличными. Купюра в 200 рублей заполняет промежуток между сотенной и пятисотенной, а двухтысячная купюра между тысячной и пятитысячной, соответственно. Это продлит срок жизни всей семьи банкнот. До этого тысячным и сотенным купюрам приходилось тяжело. Их использовали часто, и они быстро изнашивались. В 2023 году Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублей. Обновился их дизайн и защитные признаки. Цветовые палитры и размеры остались прежними. Но не все жители страны внимательно наблюдают за такими новостями. В большинстве своем такие новости пролетают мимо, но только не мимо мошенников. Для них неосведомленность граждан играет на руку. Подробнее о методах аферистов и о том, как им противостоять, вы узнаете сегодня в новом выпуске передачи про деньги. Модернизированную банкноту номиналом 5000 рублей Банк России представил еще в октябре 2023 года. Теперь и в Якутии новые деньги начали поступать в обращение. Как выглядят модернизированные купюры, как проверить их подлинность и нужно ли обменивать старые деньги на новые, расскажет гость нашей студии, эксперт отдела наличного денежного обращения отделения Банка России по Республике Саха-Якутия Ирина Селина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Как много новых банкнот поступило в Якутию? Пока таких банкнот в обращении на территории немного, но они будут поступать постепенно, заменяя старые банкноты, которые ходят в обращение, которые ветшают, изнашиваются. Под старыми банкнотами мы понимаем, это банкноты образца 1997 года и модификации 2010 года, на которых изображен город Хабаровск. То есть пока можно расплачиваться и старыми, и новыми пятитысячными купюрами? Да, конечно, они все в обращении. Все организации, работающие с наличными деньгами, обязаны принимать их в платежи, в оплату услуг. Вот эта вот замена, она будет проходить постепенно. И все три банкноты наши номиналом 5000, которые сейчас будут в обращении, они все будут ходить одновременно. Постепенно, 2023 года банкнота будет заменять старые купюры, получается? Старые купюры, да. Угу. Правильно ли я понимаю, что сдавать старые деньги в обмен на новые не нужно? Да, вы все правильно понимаете. Специально обменивать купюры, которые есть у вас на руках, на новые модернизированные, не надо. Все они одинаково платежеспособны. Если вам кто-либо предлагает совершить какие-то операции по обмену, да, нужно быть настороже. Это могут быть аферисты. Ходят такие вот люди специально по домам, по квартирам, представляются работниками банков или социальных служб
и предлагают, вот особенно людям пожилого возраста, обменять банкноты, которые у них есть на руках. Может, покажем тогда, как выглядит новая купюра? Давайте. Да, я смотрю, у вас в руках. Давайте я папочку подержу, а вы расскажите, как выглядит новая купюра, что с ней не так, чем она отличается, и вообще в целом, как бы, чтобы наши телезрители увидели воочию, как выглядит новая купюра, какие изменения произошли. Новая банкнота 5000 рублей посвящена Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне расположена стелла Европа-Азия и достопримечательности города Екатеринбурга. На оборотной стороне памятник сказ об Урале и достопримечательности города Челябинска. Защитный комплекс банкноты усилен. Есть новые элементы. Да? Также дизайн банкноты разрабатывался с учетом людей с ослабленным зрением. Для этого у нас учитывалось мнение, кто как лучше воспринимает цифры. Либо это темные на светлом фоне, либо это, наоборот, светлые на темном фоне. Вот эту всю информацию обработали и учли. И мы видим крупные нанесения номиналов как на лицевой стороне, в темном и светлом исполнении, так и на оборотной стороне. То есть уже человек со слабым зрением спокойно может определить цифры. Да, ему становится немного легче. Также есть вот такие специальные полосочки по краям полей. Это тоже для людей с ослабленным зрением метки. Они как-то шрифт Брайля использованы или что там, какие специальные? С подробной информацией, да, как вот это все распознать, можно ознакомиться на сайте Банка России в приложении «Банкноты». Также у нас мы можем какие признаки проверить, не используя специальные приборы. Защитная нить. Широкая, полимерная, имеет голографические изменения. Да? При покачивании банкноты мы видим текст. Либо это 5000 номинал, либо это буквы ЦБ РФ. Также при остром угле зрения мы видим символ рубля, обозначение символа рубля. Есть вот такая красивая голографическая тоже элемент, который меняет при наклоне банкноты с золотисто-зеленого на золотисто-малиновый. Также под острым углом символ рубля проявляется. Видно, да, видно. Вот с моей стороны очень хорошо видно символ рубля. Защитный элемент, который хорошо проверять на банкнотах, чтобы убедиться в ее подлинности, это защитный элемент, который называется кип-эффект. А что это? Кип-эффект. Вам нужно наклонять банкноту, и вы должны увидеть символ рубля. То есть, чтобы вот этот признак увидеть, вам нужно немножко потрудиться, понаклонять банкноту. Еще бывает, в зависимости от зрения людей, кому-то это видно близко, кому-то нужно удалить банкноту. А на поддельных банкнотах этот символ, к сожалению, вот, подделать его или, наоборот, К радости. К радости, да. Его подделать очень сложно. И на поддельных банкнотах он просто вот так бросается в глаза. А еще какие есть защитные вот, элементы, которых нет на старых купюрах? На старых купюрах, ну, В принципе, все. Да. А помните, вот когда мы обучаем, например, да, отличать поддельную купюру от оригинала, вот сама текст, вот этот вот текст, да. 5000 рублей, он прощупывается, вот прям прощупывается, руками Это- прям можно прощупать. И это есть, имеется такое? да, это особые способы печати, которые используются только в банкнотном производстве, да. Они имеют высокую рельефность. То есть действительно можно потрогать руками и ощутить рельефность. А вот старый способ на просвет, вот если брать, вот обычно же смотрят, приходишь в магазин, они что за деньги, и сразу поднимают и начинают на просвет смотреть на водяные знаки и так далее. Здесь, скорее всего, я вижу, что уже там прям все аж в водяных знаках. На самом деле он расположен на купонном поле. Можете посмотреть его на просвет. Это полутоновые водяные знаки есть и многотоновые водяные знаки. Еще есть такой хороший элемент, мы позабыли про него. Цветные цифры переливаются под уклоном, видите, под разным углом зрения они меняют окраску. Это номинал 5000, либо это слово «Россия». Ирина, у меня тут завалялась 5000-я купюра старого образца. Давайте, наверное, продемонстрируем зрителям, как выглядит старая купюра и чем она отличается от новой купюры. Что можно сказать об этом? По размеру они абсолютно одинаковые. Цветовая гамма тоже выдержана, да? Да, Преобладающий цвет красноватый.
Изменился только дизайн и немного защитные признаки. Все мы помним, что старые банкноты – это город Хабаровск. Теперь у нас два города – это Екатеринбург и Челябинск. Мгм. А с обратной стороны старой купюры тоже Хабаровск. Да, здесь полностью Хабаровск, а здесь объединили два города. Ну, еще можно сказать, что это Уральский федеральный округ все-таки, да? Из Уральского федерального округа выбрали два города. На лицевой стороне Екатеринбург и на обороте Челябинск. Мгм. А на старой купюре есть QR-код? Только на новых купюрах имеется QR-код, на старых нет. Но информация о старых банкнотах есть в приложении. В разрезе всех модификаций вся информация полностью есть. То есть, чтобы не забывали старые банкноты, как выглядят, не запутались с новыми, все можно посмотреть Именно на сайте Банка России. именно на сайте Банка России в разделе «Банкноты». И мобильное приложение заряжены тоже все банкноты, все номинальные. Все можно как бы тоже ознакомиться, посмотреть, не запутаться. Еще Хорошо, отлично. можно похрустеть банкнотами. Похрустеть? Похрустеть. То есть вот этот хруст вам не даст ни одна бумага. Мгм. Интересно. Значит, хрустят деньги, это про купюры. Это все-таки про настоящие, не поддельные деньги. Да. Но вот получается, фабрика Госзнака использует специальные такие элементы, чтобы очень сложно было подделать купюры. Защитный комплекс усложняется, используются какие-то новые элементы. Ну, так трудно сказать сразу навскидку, да, какие элементы ушли, какие остались. На лицевой стороне банкноты имеется QR-код. При наведении камеры смартфона он вас направит по адресу на страничку Банка России в раздел «Банкноты», где вы сможете ознакомиться со всеми признаками, защитными признаками банкноты. Также существует еще мобильное приложение, да, банкноты Банка России. Нужно отметить, что мобильное приложение может вам только помочь проверить признаки. Да? Оно вам подскажет, где какие признаки проверить. Укажет прямо на банкноте. А как пользоваться этим приложением? Его нужно скачать. Мгм. И оно доступно на сайте. Лучше скачивать на сайте Банка России, чтобы не попасться на ссылки мошенников. К сожалению, мошенники тоже делают ложные ссылки, предлагают гражданам скачать вот это приложение, и потом под видом скачивания вот этого приложения проникают и добывают у них информацию о их... Ну, то есть фишинговые сайты создают. Да, фишинговые например, о их мобильные картах. приложения. Мгм. Вот. Ну, и что человеку? Вот он скачал мобильное приложение. Что вот он как ему пользоваться им? Он включает камеру, наводит на купюру, и что он видит? На самом деле довольно-таки простое приложение в пользовании. Да? По номиналам наводит как раз на банкноту, и ему подсказывают, в каком месте, какой именно признак подробно и как его проверить. Но еще раз оговорюсь о том, что приложение не проверяет подлинность банкнот. Оно всего лишь подсказывает человеку, какие признаки в каком месте и как их нужно проверить. Мгм. То есть это не тот сканер, который используется в магазинах для проверки подлинности купюр. Это просто такой информационный помощник, да, для человека, чтобы человек мог, где надо пощупать, вот как вы показали, да, вот причем где надо посмотреть на просвет, да, на что обратить внимание и так далее, да? Да, вы все верно поняли. Действительно, это только помощник, это не экспресс-проверка. Мгм. А вообще вот, например, ну, кроме новых банкнот, можно ли определить самостоятельно, настоящая это банкнота или подделка? Вот вообще вот еще какие-то способы есть? Например, с новыми банкнотами понятно, там другой дизайн, вообще другая техника исполнения, да? А вот или это все можно сделать в том же приложении? Можно использовать приложение. Приложение, вот как мы и говорили, обсуждали с вами, да, оно помогает. Оно рассказывает, какие признаки и где расположены. Например, проводяные знаки, защитные нити, да, которые можно проверить без помощи специальных приборов, используя лишь свое зрение, допустим. Либо вот подсветку можно использовать мобильный телефон свой. Вот так, например, не делать на просвет, а подсветить снизу и посмотреть водяной знак, посмотреть защитную нить. Вот по защитной нити, например, у нас какая идет проверка? Мы смотрим на просвет, что она сплошная темная полоса, это практически во всех банкнотах. И есть выходы на просвет. То есть
на поверхность. Не на просвет, а на поверхность. То есть на просвет все равно эта линия должна быть сплошной, темной полосой. При попытке мошенников подделать эти банкноты очень трудно добиться такого эффекта, как на подлинных. Это тоже сложная технология. В основном они подделывают, например, в толще прорисовывают эту нить, выходы вот эти вот блестящие приклеивают из различной фольги. То есть вот это говорит о чем? Что нам очень трудно будет добиться приводки вот этой наклейки, вот этого фрагмента к тому, что у нас там пропечатано. То есть на просвет мы не увидим сплошную темную полосу. Ирина, мошенники активизируются, когда начинаются какие-то нововведения. Например, выпускаются новые банкноты, они входят в оборот. И мошенники этим пользуются и начинают обманывать граждан. В самом начале передачи я отметила, что вот особенно пожилые граждане страдают от такого. Вот какие еще ценные советы вы можете дать нашим телезрителям, чтобы они прям четко выполняли эти действия, да, чтобы не стать жертвами таких мошенников? Ну, во-первых, конечно, не нужно поддаваться вот на такие предложения, когда предлагают обменять именно имеющиеся какие-то у вас банкноты на новые. Всегда в момент, когда действительно, вот вы правильно сказали, что когда в оборот входят новые банкноты, мошенники вот в этот период активизируются. Они прекрасно знают, что наше возрастное поколение, да, бабушки, дедушки, хранят пенсию дома. Они начинают ходить прямо по квартирам и предлагать. Вот этого нужно остерегаться. Нужно сказать всем своим знакомым, соседям, просто всех предупреждать, что работники, социальные работники, работники банков никогда не ходят по квартирам и не предлагают к обмену банкноты. Вот, а что же еще вы можете порекомендовать? Например, вот какие признаки поддельных купюр вот вы же все равно выявляете? Потому что если человек, например, нашел какую-то купюру или к нему вдруг попала поддельная купюра, ему же нужно обратиться в банк, правильно, чтобы сдать эту купюру? Или куда ему идти вот вообще? Если возникают сомнения, да, по поводу какой-то купюры, оказавшейся у вас на руках, ну, каким-то способом, да, вам нужно обратиться в любой коммерческий банк для проведения экспертизы банкноты. Вам либо сразу проверят и скажут, что с ней так, не так, какая она, либо отправят на экспертизу в отделение. Но в любом случае, если вы увидели, например, что с банкнотой что-то не так, и у вас есть сомнения какие-то, не нужно пытаться ее пристроить куда-либо, да, в какие-то магазины. То есть не надо ей расплачиваться? Не нужно совершать покупки, да, потому что все-таки, если банкнота окажется поддельной, то... Ну, человек, получается, накличет беду на себя и будет нести уже уголовное наказание, да? Это уголовное преследование? Конечно. За подделку. Будет долгое разбирательство. А экспертиза, она платная или все-таки бесплатная? Экспертиза проводится абсолютно бесплатно. Ну, небольшие, краткие сроки. В течение 10 рабочих дней. А что потом дальше? Ну вот человек сдает, купюра не поддельная оказалась, да? Что дальше происходит? Вот ему надо прийти, его вызовут в банк или как это? Если купюры, все банкноты проверили, они платежеспособные, подлинные, все хорошо. Либо ему зачислят на счет, либо выдадут наличными. Давайте еще раз для телезрителей повторим ту информацию, где можно проверить подлинность банкнот. Это мы сказали уже приложение, да? Вот. И где еще можно узнать подробнее о подлинности купюр? Чтобы не попасться на удочку мошенников, да, конечно, вам нужно обратиться на сайт Банка России в раздел «Банкноты». Там подробная информация о всех защитных признаках. Как банкнот, так монеты, да. И приложение, оно, конечно, тоже очень удобно тем, что оно показывает именно в тех местах, где и что, и как нужно проверить. При помощи подсветки, либо это на просвет, либо понаклонять банкноту, изменить угол наклона, чтобы увидеть тот или иной признак. Хорошо, и на этом мы завершаем наш новый выпуск. Напоминаю, что темой нашей передачи сегодня была о том, какие наличные деньги у нас имеются в обиходе, да, и надо ли менять старые банкноты на новые. Благодарю вас, Ирина.
за очень интересный рассказ, за то, что вы продемонстрировали, прям наглядно продемонстрировали, как выглядят новые деньги, и чтобы наши телезрители не попались на уловки мошенников. Спасибо вам большое, что пришли к нам в передачу. Я уверена, что мы продолжим с вами встречаться, потому что, ну, мало ли, вдруг Центральный банк Российской Федерации выпустит еще какие-то новые купюры, поэтому нам важно будет рассказывать об этом нашим телезрителям, чтобы они были в курсе новостей. Пожалуйста, всегда с радостью придем на вашу передачу. Давайте повторим, а что делать, если вам в руки все-таки попалась фальшивка? Чтобы избежать такой ситуации, надо соблюдать несколько простых правил. Во-первых, проверять купюры нужно до того, как они окажутся в вашем кошельке. Если есть малейшие сомнения, попросите их заменить или откажитесь от сделки. Во-вторых, если вы обнаружили подозрительную банкноту уже у себя в бумажнике, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. Если она и правда поддельная, самое меньшее, что вас ждет – долгие объяснения с полицией. Отнесите сомнительную купюру в любой банк. Возможно, деньги подлинные, просто поврежденные. Тогда ваш бюджет не пострадает. И ваша репутация тоже. Отмечу, что экспертиза бесплатна. Чаще всего специалисты банка проводят ее сразу при вас. Если купюра повреждена, но подлежит обмену, банк выдаст вам новую. Иногда установить подлинность банкнот довольно сложно. В таких случаях сотрудники банка отправят вашу купюру на проверку в Банк России. И если деньги окажутся настоящими, банк зачислит их на указанный вами счет. Если же, увы и ах, банкнота фальшивая, ее стоимость не возвращается. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.